Лучших охотников определили в Ленском районе. В заречном селе Натора прошло традиционное соревнование «Баянай» уже в 9-й раз. Показать свои навыки и посостязаться за главный приз собралось 9 команд. Это рекордное число участников за все годы. Гостеприимная наторинская земля в этот раз встречала переменно облачной и ветреной погодой, что не могло не сказаться на некоторых конкурсах, таких как разжигание костра, да и бег по снежной целине с метелью на перегонки – то еще испытание. Но обо всем по порядку. Глава района Жумарт Абельманов лично поприветствовал всех собравшихся. Приветствую вас всех на играх охотников «Баянай», проходящих в Ленском районе уже 9-й год подряд. Наша главная задача – передача будущим поколениям именно бережливых отношений к сохранению животного и рыбного мира, растительного мира. И сегодняшний день я желаю всем командам честной и азартной борьбы, зрителям ярких впечатлений. Пусть победит сильнейший. Разжечь огонь, продолбить прорубь, метко попасть в цель и, конечно, преодолеть полосу препятствий сквозь непроходимые сугробы. Испытания для настоящих северных мужчин. Баянай в этом году прошел в 9-й раз. По традиции охотников на своей земле собирают натуринцы совместно со спорткомитетом и при поддержке администрации Ленского района. По 2 команды выставили Артанахаринский, Беченчинский, Нюський на Слега. По одной – Натуринский и Салдыкельский. И районная администрация. Первый этап в программе соревнований – стрельба, которая проходила накануне основного конкурсного дня. А вот на Наторинской земле состязания были открыты прорубанием лунки. Азарт захватывал и участников, и болельщиков. Лед летел в разные стороны. Участники с рвением махали пешней. Считанные секунды, и вода выплеснулась из лунки. Первый конкурс прорубания лунки. Команды на скорость с помощью пешни должны продолбить лед. Эта картина очень зрелищная и захватывает дух. А после можно было погреться у костра. Но жаркая атмосфера была не только от 9 оперативно организованных очагов. Стремление быть первыми, громкие выкрики групп поддержки, скорость, с которой участники занимались разведением костра – все это в совокупности не давало замерзнуть. Наколоть дрова, разжечь огонь и вскипятить воду – это легкая задача для настоящего охотника. Успешно с этим заданием первыми справились хозяева праздника. Глава Наторы с сыном лично разжигали пламя. Погода совсем не благоволила в этот день охотникам. Порывы ветра создавали препятствия. Азарт главное. Азарт, счастье участвовать в этой соревновании. Это мой сын, отец с сыном. Первое взяли. Это радостно. А после завершения конкурса на белом ледяном покрове реки 9 костров еще долго горели яркими языками пламени, как маяки, зазывая на Баянай. Участники же подсчитывали свои очки, пока жюри подводило результаты и готовило площадки к следующим конкурсам. Вроде неплохо идем, вроде не последний. В первом конкурсе как? Первая стрельба была у нас, 3-е место взяли общекомандное. Ребята неплохо отстрелялись. Лунка взяли 5-е место. Ошибки свои учли, будем исправлять. Следующим этапом была сборка ружья. Каждый год в этом состязании охотники показывают рекордные результаты. Блин, что так трясет-то? «59 секунд». Викторина – это словно не конкурс, а настоящая передышка перед предстоящей эстафетой, для которой нужно немало сил и сноровки. Преодолевать веревочную переправу сложно даже без груза. А охотники проходят этот этап с полным обмундированием, рюкзаком и патронтажем. Пробежать по сугробам с бревном наперевес тоже не так-то просто, даже подготовленным и постоянно тренированным участникам. Лучшими в эстафете себя проявила команда «Акела» от администрации Ленского района. Бег по целине снегу и из 8 этапов состоит, и поэтому каждый этап от другого этапа отличается, и поэтому там надо быть готовым к бегу, и спортсмены. Тут же не все спортсмены, тут и охотники, и простые деревенские парни. Всего в эстафете 8 этапов. Каждый сложен по-своему. Подъем в гору, бег на охотничьих лыжах, по нетронутой снежной пелене. И все это в обмундировании.
Самое сложное, это, наверное, последний этап, это эстафета, потому что там, как со стороны смотришь, вроде легко бежать, а на самом деле это очень тяжело. Тем более в болотниках, они сейчас летают, неудобно. Полоса препятствий представляет собой несколько этапов, один из которых переправа по бревнам, по которым, конечно же, надо не просто пройтись, а пробежать на скорость. В этот раз все команды были подготовлены к эстафете лучше, чем в предыдущие года. Даже от чуткого взгляда зрителей не ускользнул этот факт. В общем-то, мне кажется, что команды стали сильнее. В прошлом году, например, на эстафете некоторые почти чуть ли не ползком доползали до финиша. А нынче молодые люди, они очень хорошо прибежали. Ну и, конечно, то, что нынче отличие, это погода подвела, конечно. Было бы потеплее, вообще здорово было бы. А так все хорошо. Сами же участники по-разному оценивали свои результаты, в основном критично, но с установкой провести работу над ошибками и к следующему юбилейному году подготовиться лучше. Первый раз участвуем. Эмоций много, интересно все, организовано. Сделали для себя какие-то выводы, будем тренироваться, готовиться. Всех с праздником. Что самое сложное вам показалось? Самое сложное, я думаю, что это на эстафете, где преодоление глубоких этих сугробов и пробивание лунки, тоже тяжелое очень. А так в остальном вроде бы все взяли, все нормально. Нынче сегодня хорошие, результат тоже хороший, но погода у нас чуть-чуть подвела, но нормальная сегодня. Прошлый год чуть-чуть было команды мало, но сегодня очень побольше. Это у нас почет на Торинских. Я сам водитель администрации, вот поэтому у меня почет идет как плюс. Меня это радует, что у нас всегда такие праздники отмечаются. Уже второй год участвую за команду ТООР, Туркинское общество охотников и рыболовов. Я считаю, что это правильно, что проводят такие мероприятия. Это поддержание национального то ли достояния, то ли традиции, что ли, как-то так правильно сказать, если. Честно, это вообще здорово, что это организовывают уже 9 лет подряд, то, что все это происходит. Честно, классно. В прошлом году мы выступили хуже, потому что большинство с нашей команды первый раз участвовали. Мы не знали, как это будет выглядеть, что-то мы не подготовили. Нынче результаты свои улучшили, намного, кстати, улучшили. Как стрельба, допустим, как эстафета. Эстафету мы улучшили на 2 минуты. Мы поменяли людей, поменяли этапы, где люди раньше бежали, поменяли. Стрельбу улучшили, потому что мы практикуемся это все стрельбе, потому что у нас среди нас все почти охотники, у всех есть оружие с документами. Некоторые главы муниципалитетов сами принимали участие в соревнованиях. Это и Эдуард Тимофеев, глава Наторинского наслега, и Ростислав Новгородов, глава Бичинчинского наслега. В этом году 2 команды выставили. Выставили нормально. Главное, настроение хорошее. Отдельная благодарность жителям и главе Наторинского наслега, и организаторам спорткомитету за такой прекрасный праздник, который нас объединяет, сельчан. Бичинча-2 заняла 5 место, Бичинча-1 7 место. Будем стремиться. Зрителей на Наторинской земле собралось, как всегда, много. Гости приехали из всех сел участников и, конечно, из райцентра. Мы первый раз, хотя всю жизнь здесь живем, первый раз попали на этот праздник. 9-й раз он проводится уже, да, как говорили. Мы на нейтральном, пусть победит сильнейший, а мы знакомых много и друзей много, поэтому принципиально ни за кого не болеем. Чимчинцы, бичинчинцы, нюйцы, наторинцы, линчане, батамайцы, мурьинцы, артанахаринцы – здесь все как одна большая семья. Несмотря на сопернический дух, и команды, и зрители были дружны между собой. Иногда есть огрехи, конечно. Что-то нравится, что-то не нравится. Но вообще народу много. Хорошо. Мне нравится. Болели за своих? Конечно, болели. И за всех болею. Мы с деревни Чамчи. Мы здесь Каждый год принимаете участие? каждый год мы играем, бегаем, выступаем, иногда поем. Нравятся эти соревнования? Очень. Я же охотник. Я же штатным охотником отработал 20 лет. Мне нравится это занятие охота и все. У меня друзья охотники, у меня там бленских друзей.
Я же сам-то здесь приезжий. Так-то я приехал сюда 30 лет назад, где-то так. Может больше. 83 года я приехал. И живу охотой у меня. Охочусь я на Чаинде. У меня чаиндинские угодья там. Друг у меня там, Серега, тоже со мной живет такой. И очень мне нравятся вот праздники, очень замечательные праздники. Вот так и должно быть всегда. Созидательно и зажигательно. Вносили зрители и свои предложения по организации соревнований. Ну, почти каждый год, по мере возможности. А первый конкурс прошел, как впечатление? Впечатление вообще хорошее. Ваша же команда, да, первый продолжила? Да, наша темтинская команда первое место. Чамча это сила. Болеете за своих? Да, конечно, болеем за своих. С внучкой вон бегаем, болеем за команды. Хотелось бы сказать, например, игры Баяная, например, каждый год место поменять бы. Не именно в натуре, например, которая команда выиграла в том месте там. Ну, интереса больше было. И там, считая, как организация мероприятия, тогда уже с каждым годом, каждый поселок по-разному уже. И что-то другое было. Как оказалось, о колоритном празднике Баянай уже известно даже в столице республики. Посмотреть на ленских охотников прибыли гости из Якутска. Мы приехали из города Якутска специально на этот праздник. Ехали 20 часов, чтобы посмотреть воочию, как это все происходит. Очень хорошо, очень здорово. С погодой тоже угадали. Очень много команд, 9 команд. И сами увидели вот эти соревнования, мы очень рады. Данные соревнования мы узнали о том, что у нас же 9 лет уже проводится. И вот сами решили вот с ребятами вот приехать на выходные и вот посмотрели, как это все происходит. Мы сами тоже ничего не знали, как это костры разжигать по-быстрому, да, можно за минуту разжечь, оказывается, костер и вскипятить ведро воды. И вот на буранах тоже соревнования были очень интересные. Были интересные соревнования именно по спешней, вот, когда они на время это все это происходило. И нам было весело. И мы очень рады, болели за команды. Команды очень подготовленные, с Ленского района есть, из ближайших деревень тоже приехали. Все подготовлены, все радостные. Всегда тоже посещаем такие мероприятия именно ко Дню охотника. Сегодня тоже знаменательный день, День охотника. И вот, здесь чуть-чуть по-другому. Организация очень хорошая, да, вот организаторы очень постарались, чтобы данный праздник был очень для населения, для ближайших деревень, поселков, да, в самом городе, с города Ленска. Вот люди приехали очень много, да, вот, чтобы как проводы зимы, да, можно сказать, что в Ленском районе проводились именно такое мероприятие, и День охотника справили, да, и вот и организовали им как проводы зимы. Да, как и все мы, жители Якутска, да, Якутии, мы увлекаемся и рыбалкой, и охотой, любительской. Сами не участвовали вот в таких? Нет, но мы решили, вот посмотрели все нюансы, где можно какие-то моменты, и решили, может, выставим с города Якутска, вот с ребят, которые пожелают, тоже поучаствовать в следующем году, как раз это будет юбилейный, 10 лет будет, да, и мы тоже вот решили сформировать в следующем году команду и поучаствовать, попробовать. В этом году высокий уровень показали нюйцы. С последних строчек они поднялись до лидирующих. Нюйская команда «Спарта» завоевала бронзу. Серебро взяли Акела, команда районной администрации. В прошлом году были призерами, первое место заняли. А сейчас покажет, судьи скажут через несколько минут. А победителями стали чимчинцы, команда «Сонурдют». Один раз победили, второй раз проиграли, второе, третье, и опять. Земля Олхо дала первое место. И ребята молодцы. Все поняли, все работали как коллективно, как одна дружба. Кто знает, всем привет, ребят. Чамча, мы всегда. И ленчанам тоже. За призовые места были вручены сертификаты на 40, 60 и 100 тысяч рублей, соответственно. Также награждали за каждый конкурс в отдельности, и лучших охотников отметили специальными призами. Основным спонсором традиционно выступил Михаил Морозенко. На следующий юбилейный Баянай в организации соревнований примет участие продюсер телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии» Людмила Зорина. Поздравляю вас с Днем
Сегодня проходит День охотника, праздник охотников. Если спортивные мероприятия организовал Комитет по физической культуре и спорту Ленского района, то за торжественную часть отвечали сотрудники управления культуры. Поздравить с Днем охотника жителей Ленского района прибыл столичный артист. Атмосфера праздника царила весь день. Малыши катались на плюшках с горки, взрослые жарили шашлыки. День охотника в Ленском районе всегда отмечают весело, с размахом. Это одно из самых массовых мероприятий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.